В эфире выпуск новостей, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого часа. Одно из ключевых направлений социально-экономического развития страны. Глава Якутии принял участие в заседании Федерального штаба по газификации. Инженерия, лесопользование и лесовосстановление. На чемпионате WorldSkills Russia расширился перечень компетенций, в которых якутяне принимают участие. Дух первооткрывательства и любви к своей родине. В Чурапчинском улусе проходит первая фотовыставка «Самая красивая страна». Объем валового регионального продукта республики составил 1,4 триллиона рублей и превысил допандемийный уровень по итогам 2021 года. Увеличение обеспечено ростом промышленного производства по всем основным видам продукции. Так обновлены исторические максимумы добычи угля, нефти, газа, золота и серебра. В результате индекс промышленного производства достиг максимального уровня за 11 лет. По итогам года республика сохраняет лидирующие позиции по объему ВРП на Дальнем Востоке и формирует 20% совокупного объема валового регионального продукта всего макрорегиона. Достижения в экономике позволяют реализовать социально значимые проекты, создавать инфраструктуру в сфере здравоохранения, образования, культуры, тем самым повысить качество жизни населения республики. Глава Якутии принял участие в заседании Федерального штаба по газификации. Сегодня, 15 февраля, Айсен Николаев в режиме ВКС принял участие в расширенном заседании Федерального штаба по газификации под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. В ходе заседания вице-премьер подчеркнул необходимость главам регионов более активно участвовать в работе региональных штабов, при этом обращая пристальное внимание на достаточность мер социальной поддержки для малообеспеченных категорий граждан. Кроме того, руководство регионов должно следить за динамикой цен на газовое оборудование и услуги по подключению домов к газу и не допускать их резкого роста. В этом году противопаводковые мероприятия на реках Лена и Колыма по ослаблению прочности льда будут проводиться на территории 8 муниципальных районов республики. Объем финансирования составляет около 27 миллионов рублей. Предусмотрительные противопаводковые мероприятия по ослаблению прочности льда будут проводиться на 46 затороопасных участках рек Лена и Колыма, в том числе по зачернению на 39 участках, которое будет составлять 486 гектаров. Распиловка же пройдет на 7 участках по общей длине 41 километр. Работы начнутся после подписания государственного контракта. Открытый конкурс, значит, уже проведен. Этап подачи заявок уже завершился. Контракты планируем подписать в конце февраля, в начале марта. С началом подписания контрактов уже работы должны начаться. В Ленском и Алекминском районах работы должны завершиться до 25 апреля. Хангаласский, Якутск, Намцы до 29 апреля, Кобяйский улус и Верхнеколымский, Среднеколымский улус до 5 мая. В селе Бердигистях остро стоит вопрос с безнадзорными домашними животными. С прошлого года полномочия по регулированию данного вопроса перешли на административную комиссию Наслега. По данным ветеринарного участка зарегистрированы всего лишь около 200 собак. Но в реальности картина совсем иная. Стаи бродячих собак можно встретить в любых микрорайонах. Большинство хозяев не держат своих четвероногих друзей в специальных вольерах или на привязи. Административная комиссия по регулированию безнадзорных собак проводит дворовой обход. В день проверяют порядка 20 участков. С населения поступают заявления о стае собак, находящихся на самоуголе. Сразу же по этим микрорайонам проводим рейды. Обычно после таких рейдов жалобы больше не поступают на административную комиссию.
Перейдем к другим темам. В районах республики усилят темпы ревакцинации. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев провел очередное совещание республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов. Отмечается, что после активного прироста заболеваемости сейчас наблюдается сокращение темпов распространения болезни практически на 40%. Перед главами районов поставлена задача по обеспечению бесплатными лекарствами амбулаторных больных, внимательно следить за работой первичного звена здравоохранения, не допускать массового скопления людей и очередей в амбулаториях, организовать бесперебойную работу колл-центров, а в случае необходимости привлекать волонтеров. Давайте послушаем. Между тем, на 16 февраля выявлено 1354 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 650 случаев, 97 в Нерюнгринском, 54 в Татинском, 53 в Алданском районе. Еще в 25 районах республики выявлено от 1 до 50 случаев заражения COVID-19. В западных электрических сетях выявлена бригада образцового соблюдения правил охраны труда и производственной дисциплины. Это звание введено в подразделениях Якутскэнерго в 2013 году. Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. Комиссия оценивала соблюдение порядка нарядно-допускной системы, оснащенность индивидуальными средствами защиты. Также проверяли знания правил безопасности при работе с электроустановками. На протяжении 3 месяцев все бригады, принимавшие участие в конкурсе, демонстрировали достойный уровень профессиональных знаний и навыков в соответствии с принципами соблюдения правил охраны труда и производственной безопасности. Быстрое и четкое выполнение задач помогло оперативно-выездной бригаде Нюрбинского района получить 1-е место в конкурсе. Мы от Нюрбинской раз выставили 2 бригады. Одна бригада ВБ, это оперативно-выездная бригада, и бригада по техприсоединению. В первую очередь это безопасность при выполнении работ, это соблюдение правил охраны труда и соблюдение местной инструкции по охране труда надо. По итогам конкурса наши 2 бригады, первое место заняла бригада АВБ, это оперативно-выездная бригада, и 2-я бригада по техприсоединению. Государственное унитарное предприятие ЖКХ Якутии в рамках планового обновления автопарков, производственных филиалов Арктической и других групп районов приобрело 31 единицу специализированной и самоходной техники. Напомним, часть автотехники из 6 единиц прибыла в Якутск в начале года и уже доставлена в филиалы республики. Плановое обновление парков спецтехники филиалов реализовано для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, в том числе перевозки топливно-энергетических ресурсов. В Якутии продолжаются соревнования 10-го открытого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. В этом году расширился перечень компетенций, в которых якутяне принимают участие. Так, впервые проходят соревнования по компетенции инженерия, лесопользования и лесовосстановления. Продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня главная экологическая задача правительства республики – восстановить леса после пожаров прошлого года и не допустить подобного снова. При этом, очевидно, старые методы анализа и прогнозирования не работают. В связи с чем Центром опережающей профподготовки совместно с Северо-Кавказским аграрно-технологическим колледжем была инициирована новая компетенция – инженерия лесопользования и лесовосстановления. Мы считаем, что внедрение новых современных технологий в подготовку кадров, в работе лесопожарной намного повысит качество мониторинга леса. И данная компетенция один из видов деятельности, и нас сейчас поддерживает и Минэкологии нашей республики, и Министерство образования. Все считают, что эта компетенция поможет в дальнейшей деятельности. Новое направление чемпионата уже поддержало 6 регионов страны. Участники будут выполнять задания по 4 модулям, главный из которых – мониторинг с беспилотным летательным аппаратом. Студентов оцениваем, первое – это работа с документацией, а второе, самое главное, управление беспилотными летательными аппаратами, чтобы они могли управлять и фиксировать эту видео-фотосъемку. Самое главное – это определить на ранних стадиях эти пожары. Выявление этих вредителей, шелкопряда. Еще можем выявить незаконные рубки.
Между тем, некоторые участники уже готовы продемонстрировать свои умения на практике. Так, Петр Ильин в прошлом году принимал активное участие в тушении пожаров и не понаслышке знает, как пользоваться дронами. Летом дрон запускали в основном на кромках пожара. Узнать, какое направление у него и откуда будет идти. Также планировали с помощью дронов, составляли карты и планировали методы тушения. Где отжиг делать, где отходить, а где минерализованные полосы делать. Но в основном очень помогает, так как не надо дышать дымом и быть вблизи огня. Региональный этап чемпионата завершится 17 февраля. Проходит компетенция на базе Якутского сельскохозяйственного техникума. За право выступить уже в полуфинале соревнований поборются 5 молодых специалистов. Решающие этапы чемпионата пройдут в апреле этого года. Сарглана Неустроева, Татьяна Филиппова, Владимир Павлов, Якутск. В далеком 1947 году к 25-летию якутской автономии на сцене Якутского театра состоялась премьера оперы «Аланхо» Нюргун Баатур, который создал первый композитор Якутии Марк Жирков. А через 10 лет эта легендарная музыкальная работа была представлена московским зрителям в рамках якутской литературы и искусств. Величайшему якутскому композитору в этом году исполняется 130 лет. Этим 3 знаменательным датам посвящена онлайн-конференция, которую организовали сотрудники Национальной библиотеки. На мероприятии о творчестве Марка Жиркова выступили участники Дней якутской культуры в Москве. Сейчас в библиотеке готовят полное издание музыкальных сочинений Марка Жиркова, из которых на днях выпустят 6-й том. Это же, конечно, уникальное, эталонное произведение нашей национальной классики, золотое наследие, во-первых, и, конечно, которое мы должны беречь, лелеять, изучать, исследовать. И, я думаю, оно всегда было гордостью нашего народа, как духовная культура, образец духовной культуры. В Чурапчинском улусе в Институте физической культуры и спорта проходит первая фотовыставка участников фотоконкурса Русского географического сообщества «Самая красивая страна». Здесь отобраны более 30 фоторабот любительской съемки, а также фотографов с мировым именем. На снимках показаны красивые уголки нашей необъятной России и исторические места. Примечательно, что в этом конкурсе приняли участие такие знаменитые фотографы, как Сергей Карпухин, Сергей Горшков и другие. Фотовыставка нацелена на то, чтобы у молодежи был заложен дух первооткрывательства, дух стремления познания нового и любви к своей родине. Хотели вообще с гордостью отметить, что это первая выставка такого престижного фотоконкурса Русского географического общества, которая у нас в Якутии выставлена в наших, среди наших районов республики. То есть это Чурапчинский район, и мы благодарны Готовцеву Иннокентию Иннокентьевичу за то, что он с радостью откликнулся. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире.